Ситуация в Афганистане, Ираке и Сирии такова, что западным союзникам и в первую очередь Соединенным Штатам приходится решать не одну, а целый клубок проблем. Так, в Афганистане сегодня наблюдается эскалация как антитеррористических операций союзников, так и подрывной деятельности боевиков-талибов. Хотя движение «Талибан» не является угрозой самому существованию нынешней власти в Афганистане, оно активизирует боевые действия против афганских национальных сил безопасности. Заместитель министра обороны США по стратегии Кристин Уормут, вернувшись из региона, отметила, что значительно выросло число нападений боевиков на форпосты афганской армии в труднопроходимых горных местах. В результате потери афганских сил безопасности по сравнению с прошлым годом увеличились на 60%. Когда я посетила Афганистан, у меня была возможность встретиться с президентом Гани и премьер-министром Абдуллой. И я убедилась, что они очень напряженно работают, чтобы справиться с целым спектром проблем. Не только в области безопасности и войны с терроризмом, но и в осуществлении политических и экономических реформ. Не проще обстоит дело и в Ираке, где правительство Хайдера Абади вынуждено иметь дело с растущими силами ИГИЛа, самопровозглашенного исламского государства. В отличие от Афганистана, нехватка хорошо подготовленных национальных войск, способных противостоять вооруженным джихадистам, основная проблема союзников в Ираке. Как считают в Пентагоне, успешную борьбу против них можно вести, только если привлечь к ней патриотически настроенных местных граждан. Часть нашей стратегии – это максимально задействовать наземные войска для действий против ИГИЛа. Но это обязательно должны быть местные, национальные силы. Как показывает наш опыт в регионе, если размещать в зоне конфликта американские подразделения вместо правительственных войск, долгосрочных результатов это не принесет. И вот это приводит нас к необходимости создания полноценной регулярной армии в Ираке и тренировки бойцов оппозиции в Сирии. Препятствование агитационной кампании ИГИЛа в жизни и в интернете, разрушение каналов финансирования джихадистов, привлечение на свою сторону местных жителей – вот эти аспекты Пентагон считает теперь приоритетами своей стратегии на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты должны помочь афганским властям встать на ноги, активно развивать диалог с Ираном, устранить возможную угрозу со стороны России и лишить ИГИЛ шансов на успех. Похоже, что в ближайшее десятилетие дел у Министерства обороны США более чем достаточно. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время. Вашингтон.